Российскому университету спецназа 10 лет. Ассаламу алейкум. Добрый вечер, дорогие друзья. Это программа «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». И директор автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования спортивно-стрелковый клуб «РУС» Адам Дашаев. Машуалад. Мне приятно приветствовать вас в студии программы «Актуальная тема» на телеканале «Войнах». Вот давно хотел с вами поговорить. Случай представился, пригласить вас в студию. Начнем. И мой первый вопрос. Вот скажите мне, а кому принадлежит идея создания Российского университета спецназа в Чеченской Республике? Давайте вот начнем с этого. Я думаю, в рамках нашего региона, нашей республики вопрос несколько очевидный, с ответом имеется в виду в плане, что все идеи, громкие идеи, что принесли этому сообществу, нашему народу какие-то колоссальные лавры, можно сказать, что все эти идеи принадлежат главе Чеченской Республики Рамзану Ахматовичу Кадырову. Более того, сама идея университета, она зародилась непосредственно у него, и на мой взгляд, на тот момент казалось бы, что в России не было открытых университетов для гражданских лиц. И на тот момент это было актуально. А это и сейчас актуально. И сейчас актуально. Это и сейчас актуально. Почему? Вот эта страна огромная, она необъятная. Здесь у нас разные конфессии, разные народы. То есть мы объединены в одну большую страну. И если мы возьмем в рамках отдельного региона, то есть нашу республику, то это для нас, мне кажется, самое уникальное, одно из основных уникальных мест на территории Чеченской Республики, сам университет. Российский университет спецназа, как мы уже с вами говорим, функционирует с 2013 года. 10 лет. Вот можете рассказать нам его основные направления работы? Они какие? Предполагалось, что это вроде военный объект, но на самом деле... Предполагалось, да. На самом деле это и военный объект, и гражданский объект. Сегодня у нас проходит обучение как военнослужащие Российской Федерации по всем правоохранительным органам, так и для гражданских лиц. Тактика, огневая подготовка, обучение внешних пилотов, БПЛА, снайпинг, парашютная, аэротрубная подготовка, тактическая медицина. То есть мы охватили в себе очень большое количество направлений в рамках одного университета. Хорошо, я немножко перефразирую свой вопрос. Да? А вот насколько сильно изменилась программа обучения и подготовки спецназа за эти 10 лет в Российском университете спецназа? Как сегодня устроен университет спецназа? Чему сегодня учат в РУС? Какие сегодня основные программы подготовки сотрудников силовых подразделений спецназначения? Вот так получился длинный вопрос, но и все-таки. Давайте вернемся в начало. Прошу. Если взять основу и само зарождение идеи, главой республики были отобраны лучшие уже действующие сотрудники или ветераны разных спецподразделений. Это Альфа, Вымпел. 10 лет назад. Да. За 10 лет университет изменился до неузнаваемости. Почему? Потому что за весь наш срок службы, как народу, так и государству, мы кардинально изменили подход к преподаваемым знаниям. Потому что сначала у нас было узкое направление, сейчас мы расширились до всех видов направлений, возможных сценариев на планете Земля. То есть с расчетом того, что может быть в будущем. То, что уже или было, мы берем практический опыт, либо то, что возможно планируется. Университет развивается постоянно, как и человек, стремящийся к знаниям, он постоянно развивается. То есть наш университет не стоит на месте. Наши инструктора – это основной локомотив, что тянет весь этот поезд университета. Они постоянно развиваются. Они были на зоне СВО, то есть у них где их только не было. Да, это практический опыт. Они увидели весь мир, начиная от Северного полюса, Северного пояса до Средней Азии. То есть наши инструктора побывали везде и показали себя во всех направлениях лучшими. То есть имя университета сделали инструктора, именно те знания. И стало уже легендарным, да, совершенно что верно. можно подчеркнуть.
А вот в чем была уникальность проекта «РУС», я скажу так, 10 лет назад, и в чем уникальность РУС сегодня? Вопрос интересный. И все-таки. Вначале это было, как я сказал, Так. узкое направление. Сейчас это полно доступное для всех желающих. У нас есть дети от 12 лет, проходят курс по патриотическому воспитанию молодежи. Мы прививаем любовь к родине с самого раннего детства. Для взрослых, уже осознанных людей у нас есть разные направления, что им пригодятся в жизни. То есть университет изменился настолько, что сегодня описать одной программой это было бы очень мало и скудно, на мой взгляд. Уникальность 10 лет назад и сегодня, она как? Одинакова Нет, конечно. или изменилась? Изменилось. Изменилось тем, что мы расширились, и расширяемся, и развиваемся постоянно. Исходя из современных вызовов. Конечно. Из современных вызовов, из опыта полученного. То есть даже преподаватель, преподающий знания, сам развивается постоянно. То есть мы не стоим на месте. И это правильно. А вот имеет ли РУС аналоги в мировой практике подготовки сотрудников силовых подразделений специального назначения? Если говорить, скажем так, о всех возможных на сегодня направлениях, профессиональной, тактика, специальный, спортивный, медицинский, но все тому, что сейчас учат Вы у нас знаете, в университете. на территории не только страны, но и в мире нет таких учебных заведений, где были бы собраны все виды направлений, что есть у нас. На сегодняшний Да, день на сегодняшний нет. нет. Аналогов нет. Аналогов нет. Есть узкие специализированные направления, разные университеты, но такого масштаба, как у нас, его нет. Пока мы впереди. Мы всегда впереди. И это правильно. А кто тренирует и обучает курсантов РУС? Я скажу так, курсантов РУС. Это будет правильно? Ну, можно и так выразиться, в принципе. На самом деле у нас обучают, это лучшие инструктора со всего мира. То есть Но откуда инструктора, если они со всего мира? это наши ребята местные, это ветераны Вымпела, ветераны Альфа. У нас собраны лучшие из лучших. И как они попадают в наш университет? Тут очень, Отбор какой-то тут или очень приглашение? тут очень жесткий отбор. Вот тут можно поподробнее? Я знаю, что у вас иногда происходит смена инструкторов. Исходя из этого, как их отбираете? Мы постоянно взращиваем новых инструкторов. Наш первый состав инструкторов, самый первый, в первых рядах, они действуют до сих пор. Изначально количество было 20 человек инструкторов, сейчас у нас их 80. То есть мы расширились настолько, что по всем направлениям у нас задействовано большое количество людей по всем направлениям. Вы по всем направлениям, отдельно взятым направлениям подготавливаете отдельно взятых инструкторов? Нет, наши инструктора, они могут абсолютно все направления преподавать, то есть они постоянно сами развиваются во всех направлениях. Тут нет узкоспециализированных специалистов вообще. Здесь наши специалисты это Многопрофильные, скажем так. многопрофильные, совершенно верно. Сегодня РУС, и это мы все знаем, тренирует не только представителей силовых подразделений и спортсменов. Но и что сейчас наиболее важно, готовит добровольцев для участия в специальной военной операции на территории бывшей УССР. За последний год, насколько я знаю, если я ошибаюсь, вы меня поправите, в РУС прошли соответствующую подготовку и отправились на линию фронта более 10 тысяч добровольцев. Я прав? Совершенно верно. Но число чуть больше, правда, их больше 13 тысяч. На сегодняшний На день. сегодняшний день многие из них, они приходили к нам на обучение повторно и снова отправлялись в зону СВО. И к нам в Гудурмес приезжает Со всей страны. со всей страны. Мы говорим про СВО, то есть на СВО у нас граждане Российской Федерации. Они Только из России. только из России. Это люди социально ответственные, это люди непосредственно готовые помочь этому государству. Эти люди, что доказали свою готовность отдать свою жизнь отчизне. Это люди разной национальности, Это разные. разной веры, Совершенно. все в одной команде, Совершенно в верно. группе добровольцев. А как проходит их подготовка на базе университета Наши спецназа? инструктора непосредственно одни из первых, кто был на территории проведения специальной военной операции,
Они взяли выжимку из личного опыта, непосредственно почувствовав это все на личном опыте, посредством своего участия. Они сделали программу под требования зоны СВО, сделали выжимку, и сегодня 2 недели человека мы подготавливаем и даем им максимальную выжимку. Исходя из опыта Из личного СВО. опыта наших инструкторов. 2 недели – это достаточно. На данный момент мы считаем, что 2 недели абсолютно из незнания, что такое вооружение, что такое стрелковый вид оружия, мы даем абсолютно все знания и практический опыт непосредственно в наших стрелковых галереях. Ну, можно сказать, что практически опыт курсантов, добровольцев, прошедших данный курс, вполне достаточен для грамотных действий в боевых условиях. Совершенно верно. Это будет правильно? Это будет правильно. Что добровольцы демонстрируют высокую эффективность, я подчеркиваю, и боеспособность на самых сложных участках СВО. Более того, тут важно отметить, что главой Чеченской Республики, фондом Ахмата Хаджи Кадырова сегодня поддерживаются добровольцы со всей страны в том плане, что их экипируют, обувают, одевают. То есть, на территории университета для них проживание, питание бесплатное. Мы это делаем на общественном началах, потому что если эти люди сегодня готовы отдать свою жизнь Родине, то и университет готов сделать все возможное, чтобы поддержать этих людей непосредственно до того, как они будут на территории. Недовольных не бывает среди добровольцев? Совершенно нет. Обратно никто не возвращается домой? Сказав, это для меня не подходит. Такого мы не наблюдали, если честно. Не было такого? Было другое, что люди снова и снова возвращались к нам и снова отправляли в зону СВО. Такое было. И эта практика очень частая. И это благодаря подготовке в Российском Совершенно университете верно. спецназа. Здесь не только подготовка, здесь экипировка, здесь лучшие условия. Здесь все. Здесь абсолютно все. Более того, эти люди, завершив обучение, заключают контракт с Минобороны и уже на 4 месяца едут в зону СВО. А в какие подразделения они распределяются? В Подразделения чеченские, Ахмат. скажем так, думаю, это будет правильно звучать, или в другие подразделения российской армии? Это подразделение Ахмат, подразделение Минобороны. Это подразделение Ахмат и подразделение Министерства обороны. Да, совершенно верно. Контракт они с ними заключают. Так. Согласно контракту. Да, согласно контракту. Хорошо, что вы это подчеркнули, чтобы наши телезрители знали, и у них не возникало разных таких, ну, вы понимаете, да, ненужных мнений и разговоров. Не можно такую ремарку сделать? Прошу. Для людей, для граждан страны университет воспринимается как некий военизированный объект. Вы меня правильно поняли. Вот о чем мы сегодня говорим и что мы хотим сделать, дав ответы вот на все эти вопросы, На самом которые деле возникают. это гражданский объект. Главой республики эта сама идея зарождения, она и была, чтобы люди могли поучаствовать в том, что они не могут сделать в закрытых учебных заведениях. То есть мы даем людям абсолютно все, что можно получить в закрытых учебных школах. К вам может прийти гражданский, К нам приходят научиться гражданские. Это же стрелять. автономная, некоммерческая организация. Я вот вас и вывожу на эти ответы, чтобы вы это объяснили и мне, и нашим телезрителям, чтобы они действительно поняли. Это абсолютно гражданский объект. Если он звучит «Российский университет спецназа», это не значит, что он чисто военный и закрытый полностью на все 100%. Совершенно верно. Вот спасибо вам за эти разъяснения. Смотрите, продолжая нашу тему. Строительство объекта в Российском университете спецназа, как вы подчеркнули, университет спецназа, он развивается, и строительство продолжается. Совершенно верно. РУС продолжает расширяться, как вы уже сказали, развиваться и строиться. Я опять это подчеркну. Недавно в селении Мелчи состоялась торжественная церемония закладки капсул под строительство школы снайперов Российского университета спецназа. Это так? Это совершенно верно. И тут мой вопрос. Почему было принято решение построить школу снайперов? И почему в селении Мелчи? Вот в чем будет ее отличие от других снайперских школ, курсов и других каких-то учебных специальных заведений? Прошу.
благодаря поддержке главы республики, это отмечается уже не раз, но вы должны понимать, что да, если мы и развиваемся, то и территория нашего развития, она тоже расширяется, соответственно. То здесь, если в данном случае непосредственно в университете мы обучаем 15-20 снайперов одновременно, то здесь есть потребность увеличить количество учащихся до 100 человек. И мы в лице главы республики решили, что пора расширяться в этом направлении, потребность в этом месте. Хорошее дело, нужное дело Совершенно верно. на сегодняшний день. Смотрите, опять же, я знаю, что в преддверии десятилетия Российского университета спецназа пройдет 10-й юбилейный открытый чемпионат по тактической стрельбе памяти первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмад Хаджи Кадырова. И тут я хочу спросить у вас, Адам, подробнее, хочу точнее попросить, подробнее рассказать про данный чемпионат. Юбилейный чемпионат. В этом году это не просто соревнования, это уже юбилейные соревнования, нам 10 лет. Мы планируем принять участников со всех дружественных стран, из стран СНГ в том числе. Масштаб у нас предполагается большой в этом году, ну и, соответственно, Турнир тоже расширяется. и турнир расширяется, и гостей ожидается со всех республик, поэтому Уже заявки есть заявки есть на участие? совершенно. Много? Цифры озвучивать не стану, но количество большое. Мы готовы к турниру. На сегодняшний день. Какая подготовка идет? Поручение главы есть, значит мы готовы. Поручение главы есть, значит мы готовы. Турнир пройдет на высшем уровне. Иншаллах, все так. И это очень хорошо. К сожалению, время нашего эфира заканчивается, и моих два таких последних вопроса. Смотрите, Адам. Накануне в рамках масштабного пресс-тура по Чеченской Республике Российский университет спецназа посетили более 70 журналистов из таких стран, как США, Китай, Франция, Англия, Арабские Эмираты, Сирия, Нидерланды, Грузия, Турция, Сербия, Пакистан и, конечно, из регионов России. А чем интересовались журналисты? Что им показали? Какие были впечатления, эмоции от нашего университета спецназа, от Российского университета спецназа? Мы с журналистами очень долго общались, насколько мы могли сделать вывод. Даже в лице журналиста предполагалось, что они попадают в некий очень закрытый военно-учебный центр. И увидев картину совсем иную, скорее всего, у них было больше вопросов, чем было представление о нас. Вот. И как картина того мира, что строит Западом вокруг России, она не соответствует действительности. Вот что они увидели на самом деле. Потому что они увидели, что у нас ходят дети, у нас гуляли на территории очень большое количество детей, у нас были гражданские, туристы, автобусы эшелонами приезжали к нам. Гражданские Конечно. занимаются на равне Конкретно с военными. гражданские, то есть там они увидели совсем иную картину. Да, они увидели добровольцев, они увидели гражданских, они увидели детей. И вот это вот представление, просто оно в одночасье рухнуло у них. Вот что произошло на Вот самом это деле. представление о том, что нет какой-то свободы, да? А тут все есть. Здесь само вот важно представление, куда они едут. Если изначально для них представлялось, что это закрытый объект. О чем я говорю. Да, а увидев картину совсем иную, многие просто перестали задавать вопросы, потому что они поняли, что где есть истина, где ее нет. Вот и все. А у нас есть что показать. У нас есть что показать, конечно же есть. И это очень хорошо. И не то чтобы вопрос. Давайте вот так. У вас есть 30 секунд, чтобы поздравить с десятилетием Российский университет спецназа. Камера ваша. Вы знаете, 30 секунд это настолько мало, если мы попытаемся оценить масштаб оказываемого влияния университета на всю страну в целом. 30 секунд это... Я не справлюсь с этим. Минута у вас. Добавим еще 30 секунд. В первую очередь,
нашему региону очень повезло, что у нас есть лидер непосредственно в лице Рамзана Ахматовича Кадырова. Потому что это, если взять отдельно как личность, это уникальный человек по своей природе. Его идеи и мысли, реализованные идеи, мы показали, насколько это важно в итоге, в конечном итоге для региона. И университет — это непосредственно его детище, можно так сказать. Сегодня, если мы празднуем 10 лет, мы благодаря Рамзану Ахматовичу Кадырову празднуем эти 10 лет, потому что все эти 10 лет университет существует благодаря огромной поддержке главы республики и фонда Ахмата Хаджи Кадырова. В первую очередь хотелось бы поздравить главу Чеченской Республики с юбилеем университета. Благодаря ему, с его поддержкой, мы существуем, мы работаем и даем людям знания. И руководителя фонда имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова. У нас колоссальная поддержка, какой нет в мире, можно сказать. Поэтому мы и существуем в первую очередь за счет этой поддержки. Хочу поздравить инструкторов, локомотив, наш основной состав, ну и всех работников, потому что благодаря вам всем мы и держимся на плаву. Спасибо. Мы присоединяемся ко всем вашим поздравлениям. И программа «Актуальная тема», и весь коллектив нашей телерадиокомпании. И желаем вам всех благ и удачи. Спасибо. С юбилеем вас. А на сегодня это все, дорогие друзья. Российскому университету спецназа, легендарному Российскому университету спецназа 10 лет. Мы присоединяемся ко всем поздравлениям нашего дорогого гостя. Это была программа «Актуальная тема» на телеканале «В войнах». И директор автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования спортивно-стрелковый клуб «РУС» Адам Дашаев. И напоследок, дорогие друзья, не болейте, будьте здоровы.